6 стран, более 20 городов охватил тотальный диктант на лезгинском языке. Принять участие в акции пришли люди разных профессий и возрастов, артисты и чиновники, студенты и домохозяйки. Всем интересно проверить свои знания родного языка и вновь почувствовать себя школьником. Отличие лишь в том, что писали диктант анонимно. Кто будет оценивать письменные работы и когда гласят результаты, в репортаже Хатимы Несредовой. Эстония, Белоруссия, Украина, Азербайджан, Турция и, разумеется, Россия. Диктант на лезгинском языке впервые обрел статус международного. Заручился поддержкой общественности в разных уголках мира. Те, кто сегодня пишут диктант на площадке исторического парка «Россия. Моя история», уверены, без родного языка у народа нет будущего. Во всем мире около 6 тысяч языков. Из этих языков в год умирают по 2 языка, исчезают языки. А вот если язык исчез, исчезает вместе с ним и народ, и наша культура, наши обычаи. Формат диктанта традиционный. Лектор читает текст вслух. А вот какой, узнали только на месте, когда двери зала закрылись, а телефоны убрали в стороны. Впрочем, здесь не до гаджетов. Поспеть бы за диктором. 45 минут, 173 слова. Автобиография Сулеймана Стальского так и звучит. Слово о себе. Теперь и о каждом, кто участвовал в акции. Ведь она покажет, на каком уровне знания языка. Вроде кажется, что ты все знаешь, но когда речь идет о письменности, это оказывается намного сложнее. Сложности никакой не было. Это мой родной язык. Я его хорошо знаю и писать могу, и дети мои хорошо говорят на этом языке. Мне было очень легко писать этот диктант, потому что я училась в школе на отлично, и я не успела забыть грамматику. Города России активно подключились к акции. Москва, Санкт-Петербург, а также Астрахань, Краснодар, Красноярск, Сургут. Писали диктант и в Татарстане. Сразу несколько площадок развернули в нашей республике. Проверить работы специальная комиссия. Оценивают только филологи, учителя родных языков, кто в совершенстве владеет родным языком, кто имеет связь с родной историей, родным языком. Но одним словом, специалисты проверяют. Текст опубликовали на сайте лезгинского издания спустя 2 часа. Первые итоги каждый может подвести сам. Результаты диктанта станут известны через неделю. Оценки опубликуют в издании «Лезги газет» без имен и фамилий, только по определенному номеру, соблюдая анонимность. Отличники, конечно, смогут заявить о себе, но это не самоцель. Главное – обратиться к родному слову и классикам лезгинской литературы. Хатима Несредова, Магомед Имангазалиев, Вести, Дагестан.